Каждый человек имеет свою уникальность, и эта уникальность, я считаю, в основном в большей своей части выражена в том, к какой ты культуре себя относишь и к какому народу ты себя причисляешь. Когда ты осознаешь свою культуру, ты становишься частью чего-то более весомого и глобального, ты несешь эти ценности в жизнь, и тем самым ты оставляешь свой след, когда передаешь эти знания своим детям. Вот для того, чтобы вот эту проблему решить, мы и создали этот проект. Блин. Да, боялась. В первую очередь я боялась, что я не сойдусь с коллективом, потому что девочки в основном все молодые. Ну да, я посмотрела и думала, вот, наверное, буду занята целыми днями, а как же там, другие дела. Необходима была какая-то встряска. Повседневная рутина начинала надоедать. Я понимала, что что-то необходимо менять, что-то надо делать, чего-то не хватает. Боялась, что мне не хватит дисциплины. ВКонтакте, листая ленту, увидела, ладно, потом позвонили, я в шоке. Вначале я не поверила. Я думаю, почему бы не стоит тоже украсить свою жизнь новыми знакомствами, новыми знаниями, что-то внести в свою жизнь новое. А у меня не было сомнений. Я сразу поняла, что я хочу, я сразу отправила заявку, даже не думая. Вообще я боялась, что меня не возьмут. Почему? Каждый день надо было ходить, загруженный такой график, надо к этому привыкать. Я долго решалась, но все-таки решила пойти. Мне это понравилось. Сейчас как-то уже непривычно, никуда не нужно вечером бежать, а охота, еще чего-то. Раньше я об этом не задумывалась, не проводила параллели какие-то, но вот когда уже в рамках проекта стали изучать именно башкирскую культуру, менталитет башкир, понимаю, что многое твое поведение, твои действия как-то связаны с тем, вот именно с твоей национальностью. Эти занятия просто у меня останутся, наверное, на всю жизнь. Много узнала о башкирской культуре, о философии, что мы из себя вообще представляем. Еще было очень полезно для меня это история башкирского народа. Это не моя родная культура, я так скажу. Это родная культура моего молодого человека, за которого я, в принципе, собираюсь замуж выходить. И в дальнейшем я считаю, что мне эта информация очень пригодится, особенно моим детям. Всю культуру, что я могла узнать на этом проекте, я могу донести до них. Правая прямая. Я, правда, хотела, чтобы, может быть, побольше было занятий танцем, потому что, мне кажется, девушка должна уметь танцевать национальные танцы. Я прям ждала, когда мы будем танцевать эти башкирские танцы, и мы изучали бурзяночку, что очень тоже мне было интересно. Когда я раньше наблюдала башкирские танцы, мне казалось, это не очень сложно. Но когда я сама стала танцевать, я поняла, какой-то огромный труд. Немаловажная составляющая для современной девушки — уметь хорошо готовить, а если уметь и готовить даже национальные блюда, то вообще цены не будет ей. Пока вот так вот оно сыпется, как раз все перемешивается. Если сдавать сразу сильно,
придавливаешь, чтобы у тебя тесто наверх не пошло. Какая девушка откажется от такого? Это очень-очень важно, вас замуж не возьмут. Все, блинчики готовы, можете относить. Шла сюда, чтобы вот эти курсы и пройти. Начала планировать свое время. Я научилась расставлять свои приоритеты, цели. Развиваться в своем хобби. Нам на тайм-менеджменте объяснили, что можно зарабатывать на своем хобби. У девочек были 8 фитнес-тренировок за месяц занятий. У меня были тренировки в виде кардио постоянно, тут как бы степ, со степом я еще ни разу не работала. Для девочек всегда важно, чтобы все было в форме. Мне очень понравилось, я им советую, пусть подают заявки, будет все супер, круто. Просто написать организаторам проекта, что вы хотите участвовать, и там все сделают за вас. Получается, мы когда ходили, развивались, и это было так интересно, и что каждый раз не задумывались об этом. А сейчас уже скучно, уже не знаешь, чем заняться. Вроде бы всего месяц прошел, но этот месяц меня очень не заменил. По отзывам девушек, которые уже прошли 2 сезона, можно увидеть глобальные изменения в их характерах. Это, во-первых, это некий толчок для того, чтобы начать что-то делать в жизни, что-то, может быть, по-новому осознать, пересмотреть, ну и вообще, в принципе, открыть для себя какие-то новые грани развития.